Вы смотрите интервью на телеканале БСТ. У нас в гостях директор благотворительного фонда «Добрый город» Альбина Ишмурзина. Альбина Зарифовна, здравствуйте. Добрый день. Почему добрый, сколько существует, кто может обратиться к вам и с какой просьбой помощи? Наш фонд, благотворительный фонд «Добрый город», начал существовать в феврале 2023 года. До этого мы были просто неравнодушной инициативной группой граждан города Уфы, которые занимались вопросами бездомности. А почему добрый? Было много предложено вариантов, когда потом просто вспоминая о том, кто же мы, то есть это просто неравнодушные жители нашего города, поэтому и выбор пал, что это был добрый город. Сейчас, с 2023 года, наверняка у вас уже есть какая-то и инфраструктура, и команда. Кто эти люди, где вы находитесь, что уже за плечами? Мы сейчас находимся на Кировоградская, 37/1. Там на данный момент существует низкопороговая помощь, так как основные проекты сейчас реализуются на базе Уфа Добрая, приют человека Уфа. У нас на Кировоградской оставились низкопороговую помощь, такие как любой гражданин без определенного места жительства или человек, который приехал по каким-то причинам, остался без жилья, может прийти, искупаться, постираться, взять себе вещи, переночевать. У нас в зимний период у нас существует ночлежка, также информационная поддержка, буклеты и консультации, где любой человек может полностью получить весь спектр, наверное, информацию обо всех юридические услуги, наверняка, которые на данный момент существуют в нашем городе для такой категории лиц. То есть мы предоставляем информацию не только о наших проектах, но и обо всех других наших коллегах, которые занимаются на данный момент именно проблемой бездомности. Кто мог бы им помочь? Это и социальные учреждения, наверное, и ведомства, министерства. Наверняка они о вас тоже знают, и вы в контакте. Да. Мы работаем и с РЦСОН, и с Минтруда, и с администрацией города, и с Минздрав, и с полицией. То есть мы со всеми сотрудничаем. Ну, это же всегда непростые истории, непростые судьбы. Когда готовилась к нашей встрече, я задумалась, а что же вас побудило, если не секрет, и если вы готовы рассказать, почему вдруг родилось такое желание помогать? И вот именно в этом направлении. Очень длинно вдаваться не хочу, как-нибудь, может быть, не сейчас. А в двух словах так сложилось, что я рано осталась сиротой, у меня погибла мама, но при этом был живой отец. И со временем папа перестал участвовать в моей жизни. И у меня затаились какие-то обиды, как у любого ребенка, который всегда ждет своего родителя. И у нас не было вообще никакой связи. И в какой-то момент я услышала, что папа мой начал выпивать. Тогда бы я уже была взрослым человеком. Тогда я не обратила внимания, тогда была обида сильная. И кто он мне? Он совершенно чужой для меня человек. То есть отмахнулась и стала жить дальше. А спустя несколько лет мой папа стал бомжом. И когда я об этом узнала, я его искала около недели, нашла его в подъезде, он даже не сразу узнал меня. Потерянный взгляд, тогда я его попросила, говорю, ты поедешь ко мне жить, но единственное условие, что ты не будешь пить. Он согласился, он, правда, все эти 2 года не пил, но, к сожалению, цирроз печени прогрессировал, и папа покинул нас в 2005 году, не дождавшись первой внучки. Моя дочь родилась в 2006 году. Но с тех пор я поняла, что, проходя мимо людей... Эта тема уже стала для вас настолько близкой и личной. И теперь вы помогаете не только родным. Я просто каждому родным. Человеке, потом я стала замечать о том, что я как будто вижу его глаза в тот момент, когда я его нашла в подъезде. И почему-то я почти в каждом человеке, сидящем там в переходах или что, я как будто видела его взгляд, и с тех пор я сначала начиналось все с кормления, где-то пирожок просто куплю, потом нашла волонтерский клуб «Гелиус», куратор этого волонтерского клуба Альфиза Никмадяновна, замечательный человечек, который азы все эти я получила там замечательный коллектив, хорошие люди. Начинала учиться с ними. Потом мы работали с Азаматом Ансаровичем Зинуровым. Сейчас он руководитель государственного учреждения «Переправа», где также оказывает помощь категориям лиц бездомным. И потом потихоньку у нас сложилась целая команда. Да, у нас замечательная команда.
девочки-хохотушки и мальчики серьезные, но все они неравнодушные люди. Все отзывчивые. Очень. Я посмотрела вашу группу ВКонтакте, она максимально живая, максимально насыщена вот этим человечным контентом, нужным, понятным для любого, особенно для тех, у кого непростая ситуация, а это, наверное, такие судьбы. Если можно, вот какая обратная связь от тех людей, которые обращаются к вам за помощью? Может быть, что-то запомнилось на всю жизнь? Запоминается многое. Сейчас даже вот далеко не уходя, вчера только произошел случай, что у нас же не институт благородных девиц, и ситуации бывают разные, и контингент к нам приходит разный. Получилось так, что пришла к нам женщина. Ну, люди разные, никого не собираюсь судить, но то есть произошла конфликтная ситуация, потому что не хочет не слышать никого, ничто. И то есть смуты устраивает, и все. Я вот просто села и вроде, наверное, так выдохла и говорю, ну что ж вы так себя ведете? Мы же все люди, почему вы вешаете ярлыки? Что не так? То есть вот такая беседа. И на что Гузеля, подопечная сейчас нашего приюта, которую привезли к нам с Сипайлова, она долгое время жила на улице, очень замечательный человечек, она просто подходит, обнимает, и она говорит: Альбина Зарифовна, ну что вы же у нас самые лучшие. Я заплакала. Ну все, вот два слова. Вот именно вот два слова, да, которые встаешь такая, смахнула слезу, да что, правда, что ж я тут это, вот же, все же замечательно. И не от того, что она сказала, что я лучше, нет, вообще, а вот от живого Наверное, участия. это больше эмоции и вот эта вот энергия добра и благодарности к вам. Люди это чувствуют? Да. У нас вообще нету формата руководитель подопечный. Я всегда пью с ними чай, я с ними обсуждаю, с ними разговариваю, с ними радуюсь, я с ними грущу. Я с ними как будто проживаю свою жизнь, и тем временем я как будто бы все время вот проживаю так, что вот если бы я помогла в свое время папе, да, вот у меня такая мысль, вот с ним не получилось, а здесь, возможно, я смогу. Это сначала вроде было вот это вот, как свою вину загладить, наверное, а потом я вот и втянулась, и сейчас это для меня просто образ жизни, наверное, какой-то. Я вообще без этого не это. Я даже где-то, если нахожусь на отдыхе, где-то в поездке или просто выходные, у меня в голове постоянно какие-то планы, это можно сделать, это надо, это, тут надо. Горите работой. Да, и я вот просто понимаю, что иногда думаешь, ну, наверное, пора уходить, выгорание же наступает же, все. И просто думаешь, ну, работу всегда найти можно, а потом думаю, а как же это, а как же вот, а как Гузель, а там надо это, а там я не гуляю, по больнице надо положить. Наверное. Не отпускает, да и сама я не уйду, наверное. Потому что, ну, на самом деле, я очень люблю свою работу, искренне прям. У вас за плечами очень много акций, я посмотрела, это и социальный патруль, и ночью вы развозите, возможно, горячую еду или кого-то приглашаете на передержку. И знаю, что даже собирали молниеносно в каком-то году сумму на покупку автомобиля для этих нужд. Какие-то, может, еще проекты, и как вообще так произошло, что это случилось вот с автомобилем и социальным патрулем? Автомобиль Ларгус очень был необходим, он до сих пор служит, работает. А зимний период очень много обморожений, то есть в 2023 году, да, или в 2022, сейчас не помню, было очень много ампутированных в связи с тем, что стояли холодные зимы. И мы решили на следующий год, сделав работу над ошибками, соответственно, выйти на опережение, скажем так. Каждый год самый тяжелый период у нас в работе всегда зима. Летом у нас передышка, летом мы все время анализируем, что было упущено, что было недоделано, что можно улучшить, какие меры принять, и, соответственно, оказывая помощь всем тем, кто в данный момент все равно все-таки обращающихся все равно есть, и готовимся к зимнему периоду. И на тот момент из больниц города было выписано 17 почти ампутированных человек, которым пришлось нашим коллегам и нам выхаживать. Это же очень сложно, да? Но все-таки мы подумали, что мы можем сделать на профилактику, чтобы люди сохраняли конечности. В сильные морозы мы решили патрулировать. Для этого нужна была машина. Ларгус почему? Потому что туда можно поставить и термоса с едой, и с горячим чаем. Мы закупали теплые валенки, вот эти унтышки, шапки, носки, и мы патрулировали в местах наибольшего скопления, раздавали, потому что иногда у многих даже летняя обувь это и становится причиной обморожения. Да, даже вот просто надеть людей, вот все, да, одели их. И приходилось патрулировать самой, потому что когда патрулировали мужчины, некоторые боятся приезжать, потому что все-таки недоверие. Есть рабочие дома. Кстати, я очень отрицательно отношусь к рабочим домам.
И поэтому многие боялись, что их куда-то везут, поэтому приходилось Вы ездить. сами лично. А вы ведь помогаете даже в трудоустройстве? Да. И вы социальный педагог? Да. Удивительно. Социальный психолог. Социальный психолог, да. Наверное, это тоже хорошо помогает найти контакт с людьми абсолютно разными, с абсолютно разной судьбой. Скажите, в заключение, как можно присоединиться к вашей команде? Может быть, какие-то еще более масштабные, я знаю, у вас проекты в перспективе? У нас очень много задумок. Приходите к нам. Сейчас мы находимся прямо рядом с мечетью Рамадан, приют человека Уфа, потому что неравнодушный гражданин нашего города Рустам Тагирович Аннамурадов, компания «Стройтек» открыла некоммерческий фонд «ОНО Уфа Добрый» и построила огромный большой социальный приют человека Уфа при поддержке администрации города. Администрация города каждую неделю обновляет нам базу данных туда, где требуются специалисты разного профиля. Мы предлагаем им тех, кто проходит у нас реабилитацию. И у нас недавно только женщина, которая устроилась на работу кондуктором, получила пару дней назад уже свою комнату. Вы знаете, вот ее взгляд. То есть это не просто комната, которую она пошла сняла, да, там за деньги. Не кто-то ей предоставил, ни комната в приюте, ни койка, да, место, а именно она заработала, понимаете, да, то есть она отработала 4 месяца кондуктором, и у нее совершенно другой взгляд уверенного уже человека, который понимает, я могу, я достоин, я справлюсь. Вот это самое главное в нашей работе, вернуть людям доверие и веру в себя, доверие к людям, о том, что не нужно бояться, и в первую очередь веру в себя. Я благодарю вас и за вашу работу, и за то, что вы пришли, нашли время. Желаю побольше вам таких искренних историй, благодарных людей. Ну что еще? Сил, средств, верных друзей в команду. Пусть наш город Уфа становится еще добрее, и с вашей помощью в том числе. Спасибо вам большое. Спасибо. Это было интервью на телеканале БСТ. С вами была Юлия Краснова. До встречи в эфире.